Новый, совершенно уникальный формат наставничества. Проект партии «Единая Россия» под названием «Политстартап» добрался и до города Сунжа. Участие в нем – прекрасная возможность для активных молодых граждан, желающих проявить себя в общественно-политической деятельности. Стартап – это кадровый проект партии «Единая Россия», постоянно действующий, но в Республике Ингушетия он проводится с прошлого года. Немного расскажу о результатах прошлого года, Политстартап 2019 года. У нас благодаря процедуре предварительного голосования зарегистрировалось более 148 молодых кандидатов до 35 лет. Из них 75 получили мандаты и стали депутатами. Марат Азиев сам был участником прошлогоднего кадрового проекта «Единороссов». Для этого ему необходимо было зарегистрироваться на сайте проекта, в рамках предварительного голосования провести агитационную кампанию и показать себя на дебатах. С самого начала и до конца борьбы его сопровождал опытный наставник от партии «Единая Россия». Благодаря вообще проекту «Политстартап» я смог стать депутатом городского совета, потому что с нами проводилось очень много образовательных программ с нынешними депутатами и онлайн-программы с депутатами Госдумы. Это очень интересно, очень много познавательного. И я считаю, что сейчас у нас в молодежи очень есть большое желание к тому, чтобы что-то изменить. Главная цель проекта – выявить талантливую молодежь, которая готова трудиться на благосостояние республики и страны. Таким можно назвать Артура Карахоева. В прошлом году юноша также был участником политстартапа. Мне это дало уверенности в себе, когда я выступаю на публике. Мне это дало понятие о том, как именно выступать на публике, как я должен себя вести, как я должен правильно подавать всю эту информацию, как заинтересовать людей в том, что я говорю и о чем я говорю. Как и в прошлом году, регистрация участников будет проходить до 15 мая включительно. Кандидаты должны соответствовать возрастному ограничению от 18 до 35 лет. Обязательно являться жителями города Сунжа, которые ранее не имели депутатский мандат. Будет он проходить только в городе Сунжа из-за того, что у нас выборы проходят только в городе Сунжа. И, конечно же, для нас важно, чтобы, можно сказать, самый молодой город, только 3 года назад он был преобразован в городской округ, город Сунжа, по желанию жителей. И теперь уже выявить здесь городскую молодежь, которая в 2020 году, в этот год, пойдет на выборы со своей программой, со своим видением развития города и иными такими вопросами. Пока регистрационная площадка только открывается, для студентов города решили устроить битву умов. В преддверии Дня Конституции Ингушетии региональное отделение партии «Единая Россия» совместно с Комитетом молодежи организовали брейнринг на определение у студентов уровня знания основного закона российского государства. Назовите общее количество депутатов, избираемых в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации. Участники команды «Наше будущее» – студенты 3-го курса юридического факультета. Вопросы для них хотя были порой сложные, однако застать их врасплох ни разу не смогли. По крайней мере, мы должны находиться в лидирующих позициях по реакции других членов команд. Не все ответы были правильные у остальных. Мы надеемся, что наши ответы зачли. Всего в соревновании 3 этапа. В первом туре 10 вопросов, на которые нужно дать краткий ответ. Как оказалось, молодежь владеет знаниями о законах основного правового документа и смело может похвастаться этим. Команда «Максималисты» – это средняя школа номер 7, 9 баллов. Команда «Кум» – 10 баллов. Команда Сунжского колледжа управления новых технологий 5 баллов. Очень много правильных ответов, что очень радует. Соответственно, мы видим, что студенты обучаются и идут в правильном направлении. По итогам соревнования участников наградят кубками и памятными подарками, но важность мероприятия в первую очередь заключается в закреплении знаний, прав и обязанностей гражданина России, так как Конституция является основным законом государства и может пригодиться каждому в жизни. Шарадат Хулхоева, Марбек Мержоев, Новости 24.